Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Башкан Гагаузии посетила Стамбул с рабочим визитом. Статус медицинского сертификата можно проверить онлайн. Парламент одобрил голосование по почте. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул побывала с рабочим визитом в Стамбуле, где проходило заседание административного совета Союза муниципалитетов Тюркского мира. Она представила гагаузскую автономию в рамках этой организации, которая объединяет города Тюркского мира и создает тесные контакты между братскими народами. Во время заседания Башкан выступила с инициативой о проведении следующего заседания международной организации на территории Гагаузии. Как и 30 лет назад, мы нуждаемся в поддержке братского народа Тюркского мира, отметила Башкан. Граждане имеют возможность проверить статус своего больничного листа онлайн, сообщает Национальная касса социального страхования. Для этого необходимо зайти на сайт учреждения и нажать на кнопку «Предоставляемые НКСС электронные услуги», а затем кликнуть на статус больничного листа. Для того, чтобы воспользоваться этой электронной услугой, необходимо ввести серию и номер медицинской справки в указанном поле. Более подробную информацию о пособии по временной нетрудоспособности можно найти на сайте КНАС в разделе «Часто задаваемые вопросы». Республика Молдова будет осуществлять голосование по почте. Законопроект, предусматривающий пилотное голосование по почте, принят парламентом. Документ регламентирует принципы реализации права голоса по почте, конкретные избирательные процедуры, а также полномочия избирательных органов, которые организуют этот альтернативный способ осуществления права голоса. Таким образом, условиями голосования по почте являются отсутствие избирательных участков в принимающей стране или большое расстояние до ближайшего ранее установленного избирательного участка. Голосование по почте будет невозможно в странах, с которыми Республика Молдова не установила дипломатические отношения, в странах, находящиеся в состоянии военного конфликта, а также в странах, где не соблюдаются международные стандарты проведения свободных и справедливых выборов. В Камрадском государственном университете впервые завершились курсы непрерывного образования по программе «Музыка» для преподавателей в области музыкального воспитания и образования. Центром непрерывного образования и кафедрой культуры и искусств в марте-апреле были организованы и завершены курсы повышения квалификации для учителей музыкального воспитания, музыкальных руководителей, а также преподавателей музыкальных школ и музыкального отделения колледжа. Курсы проходили в гибридной форме офлайн и онлайн на русском языке. Слушателями курсов были 24 педагога системы образования АТО Гагаузия и Тараклийского района. В Молдове 27 апреля отметили День государственного флага. Данный национальный праздник был официально учрежден 23 апреля 2010 года. Государственный флаг Республики Молдова был утвержден 27 апреля 1990 года. В этот же день впервые поднят на здании парламента Республики Молдова. Флаг представляет собой сине-желто-красный вертикальный триколор с изображением в середине желтого поля государственного герба. Значение трех цветов символизирует прошлое, настоящее и будущее государства, а также свободу, справедливость и братство. В центре столицы 27 апреля прошла официальная церемония с участием президента Молдовы Майя Санду, спикера парламента Игоря Гросу и премьера Дарины Ричану. Мероприятия, посвященные гагаузской письменности и языку, были организованы в автономии 27 апреля. В 3 городах прошел всеобщий диктант по гагаузскому языку. Более 5000 жителей Гагаузии со всех уголков автономии приняли участие в празднике Анадель Мис,
Как отметила башкан Гагаузии Евгения Гуцул, сегодняшние крупные события, такие как всеобщий диктант, флешмобы, грандиозный концерт с участием известных звезд гагаузской эстрады, еще раз подтверждают, что гагаузский язык жив и процветает. Более 3000 детей порадовали своих родителей и всех нас своим хоровым исполнением гимнов Республики Молдовы и гагаузской автономии. Говорите на гагаузском языке дома, среди друзей в обществе. Берегите и передавайте его детям, как наше общее наследие. Однако язык не оживает только на бумаге или в архивах библиотек. Он живет в наших домах, в наших семьях, в наших сердцах, отметила в своем выступлении башкан. На заседании, состоявшемся в пятницу 26 апреля, Совет по телерадиовещанию наложил штраф в размере 40 тысяч леев на телекомпанию АТВ. Впервые Совет по телерадиовещанию оштрафовал телевещателей за распространение дезинформации, использование языка вражды и угрозы национальной безопасности Республики Молдова. ЧА провел мониторинг со 2 по 8 февраля 2024 года, в результате которого пришел к выводу, что частный канал АТВ в своем эфире допустил мероприятие «Референдум», в котором выступления содержали в себе элементы дискриминации, разжигания ненависти, культивирования экстремизма, разобщения общества и дезинформации. АТВ ретранслировало торжественное мероприятие, посвященное десятилетию референдума, который проходило в Доме культуры «Камрад». Далее смотрите рубрику «Региональные новости». Оставайтесь вместе с нами на канале АТВ.